Здравствуйте! В эфире передача «Криминальный Якутск». В студии Айсен Николаев. Сегодня в нашей программе. В рубрике «Спецоперация. Ночные рейды и оперативно-профилактический обход по неблагополучным семьям». Я не хочу, чтобы в таких условиях дети твои росли и воспитывались. День смеха. 1 апреля в Якутске мог закончиться трагично. В сводках криминальной хроники «Самоубийца и разбойник». Что делать? Ты что делать, скажи мне? Вот скажи, что делать? Отец и сын – покорители вершин. Ко дню отца прошли соревнования среди семей столичной полиции. Начнем с криминальной хроники. Сразу два случая 1 апреля чуть не закончились трагически. Первый случай произошел по улице Лермонтова. Неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на магазин «Прибой». Все подробности в сюжете Галины Тимофеевой. 1 апреля около 10 часов вечера в магазин «Прибой» по улице Лермонтова вошел мужчина, вооруженный кухонным ножом, и стал требовать деньги у продавца. Однако, осознав всю неподготовленность налета, злоумышленник скрылся. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Несмотря на то, что налетчик скрыл свое лицо шарфом, продавщица узнала в нем утреннего посетителя. Неустановленное лицо с применением кухонного ножа совершило разбойное нападение на магазин «Прибой» в отношении продавца данного магазина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на следующий день сотрудниками отделения по раскрытию разбойных нападений Межмуниципального управления МВД России Якутская был установлен и задержан мужчина 1970 года рождения, уроженец Алексеевского района, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. В ходе следственных действий данный гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Второй случай произошел в то же время. Молодой человек решил покончить жизнь самоубийством. Сообщение о молодом человеке, стоящем на карнизе 8-го этажа дома по улице Пояркова, 20/1, поступило на пульт дежурной части столичной полиции около 10 часов вечера 1 апреля. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые первыми поднялись к отчаявшемуся человеку и вошли с ним в контакт. Сотрудникам ОВО удалось разговорить парня до приезда скорой помощи и спасателей. Чтобы найти с ним общий язык и отговорить от прыжка, полицейским пришлось прочувствовать все проблемы чужой жизни. Уличив момент, когда самоубийца на секунду расслабился, спасатели крепко его ухватили и затащили обратно. Столичная полиция завершила в Якутске масштабную операцию по выявлению неблагополучных семей, находящихся в социально опасном положении. В ходе проверки выявлены десятки нарушений. Более 500 родителей признаны отрицательно влияющими на собственных детей. О том, как проходила оперативно-профилактическая операция «Семья» в Якутске, расскажет наш корреспондент Николай Борисов в сюжете о рейде по 17-му кварталу. Инспектор Людмила Степанова знает своих подопечных, как никто другой. Она отвечает, пожалуй, за самый сложный район Якутска – 17-й квартал. Рассказывает, что каждой семье нужен свой подход, хоть и корень проблем у всех один – алкоголь. Ситуации разные. Бывает так, что оба или один из родителей частенько закладывают за воротник. В неполных семьях дети сбегают из дома. В общем, все варианты человеческих отношений, усугубленные материальным положением. Ну, как вы в трезвом состоянии? А Настя когда ушла? А давно ушла. Давно, когда? Сколько дней нет? Почему? Часа 2-3. В 17-м квартале проживает около 3000 горожан. Большинство из них приезжие, жилье снимают. За вечер мы обошли несколько семей. В одной заставили пьющую бабушку у внучки вши, а из еды только алкоголь. В другой студенты, отец безработный, играет в компьютерные игры. Мама учится. Родители сами еще дети, а за ребенком присматривают взрослые. В третьей семье жуткий бардак. Мама просто неряшлива сама по себе. Я не хочу, чтобы в таких условиях дети твои росли и воспитывались. Детей же нужно приучать к чистоте. Вон у тебя дочка большая, пусть помогает. А то она у тебя гуляет. Диана, сейчас тем более каникулы, уроки не делаешь. Давай помогай маме. Людмила Степанова знает почти всех детей района, их проблемы, жуткие условия жизни. Беспокоится о том, как они учатся, на какие секции ходят, чем увлекается. Радуется и успехам и, конечно, огорчается неудачам. О, одни пятерки. Ну, молодец. Дай руку. Молодец. Хорошо учишься. На, держи. Нет у нее этого. У нее нет. У меня. Ага, второй класс только уже у него. Дети не виноваты. Многих такая жизнь ломает. Не видя ничего другого, они привыкают и считают, что так жить вполне нормально. Других закаливает и дает опыт жить, говорит инспектор.
Судьбы и лица непростого квартала. Дети, играющие подобранными на улице игрушками. Все это операция «Семья». Только одной такой операции очень мало. На территории города Якутска прошла профилактическая операция «Ночь». Под внимание сотрудников полиции попали магазины и развлекательные заведения «Вегас», «Зодиак», «Ремикс», «Калибри», «Найтлайф» и другие. Там были проведены проверки на предмет правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также правонарушений в сфере миграционного законодательства. В ходе проверки были составлены 47 протоколов об административных правонарушениях. За прошедшую неделю на территории города Якутска и его пригородов зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 участников получили травмы. По вине нетрезвых водителей произошла одна автоавария, в которой пострадал 1 человек. 29 марта на Сергеляхском шоссе была замечена автомашина Toyota Corona Premia, на которой отсутствовал задний регистрационный знак. На требование об остановке транспортного средства водитель иномарки не реагировал и продолжал движение в сторону Вилюйского тракта. В 8 часов 40 минут инспекторами ДПС на основании части 3 пункта 1/4 статьи 23 Федерального закона о полиции было принято решение о применении огнестрельного оружия для остановки транспортного средства путем его повреждения, так как управляющий им водитель отказывался выполнять неоднократные требования сотрудника полиции об остановке. На 30-м километре федеральной автодороги Вилюй полицейские произвели еще один выстрел по заднему правому колесу, повредив его. Через 2 километра преследуемый автомобиль совершил съезд с дороги и опрокидывание на правую сторону по ходу движения. В момент преследования и автоаварии в салоне Toyota, кроме водителя, находился пассажир. Оба были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому травму в результате дорожно-транспортного происшествия не получили. 3 апреля в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска поступила информация о том, что по улице Дзержинского в сторону аэропорта едет джип, за рулем которого находится водитель с признаками алкогольного опьянения. В 3 часа 55 минут на Намском тракте инспекторы заметили проходящий по ориентировке автомобиль. На неоднократные требования об остановке водитель не подчинялся. На 24-м километре Намского тракта, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медучреждение. При проведении освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал, что водитель Toyota был пьян. На нетрезвого автолюбителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12/8 КоАП Российской Федерации за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, что влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Сегодня гость нашей студии, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального управления МВД России Якутская, майор полиции Евгений Андреевич Медведев. Евгений Андреевич, чем занимается ваш отдел? Отдел лицензионно-разрешительной работы занимается прежде всего это приемом заявлений от граждан, физических, то есть физических лиц, и юридических лиц предприятий по вопросам, связанным с приемом заявлений на приобретение огнестрельного оружия, а также, соответственно, контроля за данным видом деятельности. Что нужно для получения лицензии и разрешения? Гражданам необходимо для получения лицензии подать заявление в отдел лицензионно-разрешительной работы, предоставить копию паспорта, и необходимо тоже подойти также с паспортом, чтобы подтвердить свою личность, предоставить медсправку формы 046-1, где имеется офтальмолог, нарколог, психиатр и остальные врачи. Так, необходима копия охотничьего билета предоставить на право охоты. И, значит, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг для подачи заявки в электронном виде на приобретение того или иного вида деятельности, то есть либо на приобретение гладкоствольного оружия, либо приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом, в зависимости от того, что хочет человек. И необходимо еще пройти такую процедуру для первичного приобретения огнестрельного оружия. Необходимо пройти обучение в учебном центре. Учебных центров по городу Якутску у нас достаточно. После приобретения оружия, каковы условия хранения его дальнейшего? Так, для условия хранения огнестрельного оружия необходимо соблюсти следующие условия. Первое – это необходим сейф, металлический сейф по месту жительства владельца хранения огнестрельного оружия. Второе условие – сейф должен находиться в недоступном месте от третьих лиц.
Третьим условием является это же, соответственно, ключи. Кроме владельца оружия, доступ к ключам никто не должен иметь, кроме владельца оружия. Какие санкции предусмотрены законодательством за нарушение этих правил? Санкции за нарушение сроков регистрации разрешений на огнестрельное оружие предусматривает статья 20.11 Кодекса административных правонарушений. Санкция гласит: лица, нарушившие срок регистрации, подвергаются административной ответственности и административному наказанию, значит, в виде штрафа, значит, от 1500 до 3000 рублей, либо предупреждение. В Якутии одним из самых распространенных хобби является охота. Что бы вы хотели посоветовать нашим гражданам в преддверии весеннего сезона? Да, действительно, в преддверии весенней сезона охоты на водоплавающую дичь хотел бы обратить внимание граждан на то, что огнестрельное оружие является источником повышенной опасности. И необходимо перед тем, как гражданин собирается на охоту, и по мере того, как он будет двигаться, чтобы соблюдали меры все предосторожности. То есть меры предосторожности транспортировки оружия, передвигаясь на каком-либо транспорте, чтобы оружие находилось в чехле, в разряженном состоянии, патронов в патроннике, чтобы не было. Спасибо, Евгений Андреевич. Всего доброго. Спасибо. 2 апреля в спортивном зале полиции города Якутска прошли спортивные соревнования, приуроченные к Республиканскому дню отца. В состязаниях приняло участие 8 команд, каждая из которых состояла из отца полицейского и сына школьника. Соревновались 3 этапа. Первый – на хозяйственность и интеллект, второй – походный и третий этап – военизированный. Двухчасовой конкурс семейного единения прошел на одном дыхании. Каждый тандем из отца и сына проявил стойкую волю к победе. Матери и другие члены семей поддерживали и болели за своих мужчин. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Берегите друг друга.